Первое, я бы все-таки хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, руководитель следственного органа, который подписал в ваш адрес ходатайство о продлении меры содержания, на странице 7 указывает, что я могу препятствовать расследованию по делу. По-моему, уже расследование закончено. То есть... Расследование не закончено, закончено производство следственных действий. Расследование закончено моментом подписания обвинительного заключения. Да, я так понимаю, что я уже... Согласно закону. Я понимаю, что вы имели в виду. Да, что вряд ли я чему-то смогу помешать. Далее, что касается справки ФСБ, я считаю, что здесь неправильно, у ФСБ Республики Коми, я считаю, что здесь на них возводили напраслину, потому что она меняется от дела к делу, ее подписывает или Залетный, или Муртазин. Все-таки, но текст не меняется. И вот я бы хотел... Залетная анализ фамилия, да? Да. Я также пошутил до Лефортово, поэтому, знаете, потом жалел очень об этой шутке. Неудачно, да? Да. Так вот, я бы хотел обратить внимание, что, во-первых, возможно, там майор Муртазин пишет, что я, значит, приобрел на имя своей бывшей жены, с которой я веду совместное хозяйство. Во-первых, 1,5 года я благодаря Муртазину веду совместное хозяйство с представителем Таджикистана, с которым делю одну камеру в Лефортово. И точно не со своей женой, которую я, может быть, за год увидел из клетки. Никакой оперативной работы, чтобы установить, что Ирина купила недвижимость в Германии, было не нужно. Она купила ее, оплачивая с расчета в счетного банка российском, рублевого, получив разрешение Центрального банка еще до моего ареста. Это официальная покупка, которая поставит на контроль у всех контролирующих органов Российской Федерации. И совершена полностью, я об этом неоднократно говорил, просто с действующим российским законодательством. Давайте мы сейчас меня будем добивать за то, что я действую по закону. Ну, потом мы будем говорить, давайте все делать по закону. Спасибо, я уже сделал. Дальше. Майор Муртазин указывает, что значит, я могу дать поручение своим подчиненным, которые уничтожат материалы по делу. У меня нет подчиненных, ваши. Опять же, благодаря во многом усилиям этого Муртазина, у меня давно нет подчиненных. Я раз через день убираю камеру по очереди со своим таджиком. И у нас абсолютно общинный строй. У нас генералов нет. Далее. Мне неизвестно положение Зарубина, но мне почему-то постоянно говорят, что если меня под домашний арест выпустят, он меня выкрадет. У меня вопрос, почему не выкрадывает господина Москвина, который хотя бы являлся держателем его счетов, исходя из обвинения, контролировал все счета и знает, где все его деньги. Ну вот сидит Москвин, вот Зарубина надо украсть, просто чтобы получить доступ к деньгам. Ну ничего, как-то и Москвин никуда не делся, и Зарубин никуда не делся. И не надо переоценивать мою ценность для господина Зарубина. А никаких сведений нету. Более того, основным упором опять делается наличие у меня загранпаспорта и шенгенской визы. Ваша честь, посмотрите, пожалуйста, страница 71 дела, судья Смолкина, который бедный достается. Я вот ей очень признателен. Это первый судья, который сказал, слушайте, у него нет загранпаспорта. И отразила это на 71-й Конституции. Ни паспорта действующего у меня нету. Поэтому судья Смолкина это знает, а майор ФСБ Муртазин не знает, бедняга. Ну вот так вот они работают. Теперь я бы хотел, с вашего разрешения, ваша честь, я пытаюсь пробиться через одну вещь, которая называется профессиональная отстраненность. Я читал, что у судей это есть, но тем не менее, вот знаете, у нас был суд, и несколько раз адвокаты обращались к судье, ссылаясь на пленум. И судья сказал, а что вы мне тут рассказываете, это был басманный суд, пленумы не для вас. Фамилия этой судьи Дударь. Вот теперь судья Дударь, может быть, я тогда и сказал, ваша честь, почему вы так общаетесь с адвокатами? Ведь рано или поздно, ну, человек так, это как врач, он может потребоваться каждому, вы сами будете обращаться к этой стороне жизни. Вот теперь судья Дударь, возможно, придется искать адвоката и вспомнить, кто судебное заседание. Поэтому я все-таки с вашего разрешения, ну, на один пленум сошлю, чтобы вы поняли, почему я займу ваше время. Да, все-таки решением пленума 19 декабря 2013 года, 41 прямо указывает, что избрание меры пресечения для заключения под стражу допускается только после обоснованности проверки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Вот я с вашего разрешения кратко попробую это сделать. Почему я это сделаю? Дело в том, что обвинение написано очень хитрым образом. У меня 1,5 года было времени, я его читал, оно росло, я читал. А поскольку необходимо каким-то образом закреплять фигурантов,
то это делается так, вот вам на странице на одной дают одну чуть-чуть часть, на там 20-й другую, любой нормальный человек уже там прочитал 2 тома, не помнит, что было там том назад. Вот, например, в материалах дела содержится указание на мою причастность к эпизоду с птицефабрикой. Значит, как это выглядит? Страница 59. Чернов, используя свои должностные полномочия, а именно, дальше это уже 10-я страница, но я прямо слитно читаю, потому что так по тексту идет, а именно, координацию органов исполнительной власти по реализации государственной политики в области СМИ, средств массовой коммуникации и энергетики, и используя служебные полномочия подчиненных ему Министерству культуры, Министерству национальной политики и Агентству по СМИ, обеспечивать принятие правительством Республики Коми нормативно-правовых документов по приватизации ГУП птицефабрика Зеленецкая. Ваша честь. Я думаю, что даже без запросов вы прекрасно понимаете, что вряд ли Министерство национальной политики, Министерство культуры и Агентство по средствам массовой информации могли даже инициировать такую работу. Да, но мы с вами как понимаем, как работает правительство, что такое компетенция и так далее. Поэтому вот что написано в следствии, вот что я используя должен был сделать. Дальше. Чернов убеждает членов правительства РК, руководителей иных госорганов, это на той же странице, в целесообразности принятия решений о приватизации. Однако на странице 62 в обвинении указано, что во всех встречах с руководителями Минсельхоза и руководством птицефабрики, о чем идет речь, я не участвовал. Это уже проверено следственным путем. То есть все люди, которых допрашивали вперед, назад, в бок, они сказали, нет, Чернова не было. А я с самого начала говорил, об этом у меня другая работа. Я занимался другими, не потому что это плохо или хорошо, но я к этому не имел, то есть не причастен. Далее, на странице 59 указано, Чернов в отсутствие Зарубина координирует и согласовывает действия участников преступного сообщества, реализующих этапы преступного плана по Коми. Но не приведено ни одного факта. Из всех лиц, которые имеют отношение к данным обстоятельствам, и кого следствие причисляет, заметьте, это не я, следствие, к преступному сообществу, я в указанный период был знаком только с Кудиновым Игорем Павловичем. Но никогда в жизни с ним ничего, касающегося птицефабрики, не обсуждал. Он здесь сидит, он подтвердит. И я это говорил, и следствие, опять же, это проверено. Это даже в ПТП есть, в объективных данных контроля. Я также обвиняюсь в том, что осуществлял прикрытие действий преступного сообщества, должен был не допустить волнений трудового коллектива и обеспечить, как я указал, значит, их согласие. Но как я указал ранее, самым же материалами обвинительного заключения на странице 64 указано, что я не присутствовал ни на одном из этих мероприятий. Я вот сейчас им оценку не даю, я просто к ним не причастен. Я причастен к другим вопросам. Кроме того, на странице 64 указано, что я дал указание руководителю агентства по имуществу, управления имуществом Беляеву исполнить распоряжение правительства номер 494 о приватизации акций. И это абсурд, потому что правительство, это распоряжение правительства, это, ну вот если вашим языком говорить, процессуальный документ. Он содержит предмет, он содержит ответственный орган, ответственное лицо, сроки исполнения, исполнительскую дисциплину и источники финансирования исполнения. Это все есть в документе, то есть там нету возможности сказать, ты делай или не делай. Даже отмена этого постановления это целая процедура, равная его принятию. Поэтому что я должен был сделать? Вот просто технически. Вот следствие должно сказать, он должен был там нету места для этого вот, действия, просто нету. Никаких иных действий с моей стороны обвинения вообще не содержит. Дальше там все, знаете, помните, как у Ильфа и Петрова было, и примкнувший к ним быть-то стерегущий. То есть вот это про меня. Далее по СПК. Я хочу обратить ваше внимание, следующий эпизод, что единственным моим деянием, которое мне инкриминируется, вот как ответственность, является причастность к строительству фабрики в виде контроля за ходом строительства. Но только дело в том, что у следствия нет претензий к строительству фабрики. Ничего не украдено. Ничего, эта фабрика построена, сдана в срок. Вот нету в материалах дела ни одной претензии к строительству фабрики. Далее, на странице 122 указано, что в неустановленном месте, в точно неустановленное время, с 2007 по 2008 год я принял участие в составе группы лиц, обсуждающей преступный план с участием граждан Москвина и Моториной. Я еще раз хочу сказать, что я не говорю о том, преступные эти граждане или нет, но есть один момент, следственным путем установлено, что и с Моториной, и с Москвиным я познакомился в 2014 году. Это просто вот в материалах дела есть. Таким образом, я никак не мог принять с ними участие в 2007-2008 году, просто потому что я даже не знал об их существовании. Это вот так вот сложилось.
Кроме того, на странице 129 указано, что я использовал служебное положение, организую финансирование строительства данной фабрики со стороны фонда и последующую покупку. Ваша честь, мы уже коснулись темы, причем я ссылаюсь только на материал, который у вас представлен, темы моих служебных положений. Поверьте, Министерство национальной политики, Министерство культуры и Агентство по СМИ не финансирует строительство промышленных объектов. Ну, кто-то не финансирует и все. И следствие не сможет предоставить ни одного такого документа. Вот закрепить процессуально это невозможно. Далее. На странице 150 указано, что действуя по моим указаниям, Моторина организовала по версии следствия завышенную оценку СПК. Но все дело в том, что мы не знакомы с Натальей Моториной до 2014 года. И поэтому я не могу даже оценить ее действия, просто ничего об этом не знаю. Это называется непричастность. Статья 290 и 174 у нас там паровозом идет. В материалах уголовного дела имеются данные объективного контроля, а именно ПТП, содержащую мою беседу с господином Бухманом, которому я по версии следствия высказывал угрозы с целью получить взятку в виде безвозмездной передачи имущественных прав на 50% доли в ООО «Автоцентр». Из содержания этой беседы очевидно следует, что ни лексически, ни контекстуально, ни семантически я никаких угроз Бухману не высказывал. Более того, я в ходе этой беседы, наоборот, обращаю внимание, насколько необходимо, что они получили абсолютно легальные деньги. Если они хотят рассчитаться этим активом за полученные деньги, то этот актив должен быть также абсолютно легальным. Это просто в беседе, в тексте, если Бухман это все подтверждает. Это том 8, страница 148, беседа Чернова-Бухман 08.09.2014. Следствие не то, что оценки не дает этому, это вот называется угроза, при этом слово «пожалуйста», поверьте, я говорю в этой беседе не менее часто, чем обращаюсь к вам. Вот это факт. Дальше. В то же время, значит, я бы хотел обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Дело в том, что в следствии, в материалах дела располагает очной ставкой между мной и господином Самойловым, которая состоялась в феврале месяце, в марте месяце 2016 года. Я был на этой очной ставке, обсуждались вопросы, в том числе и показания, которые есть у вас в деле, где Самойлов обвинил меня в получении взятки в $3 миллиона за получением депутатского мандата в Госдуме. Я был арестован на основании их показаний, просто-напросто. Значит, Самойлов в ходе этой очной ставки, он 3 раза обвинил меня, 2 раза в 290 статье и 1 раз в 291. Все 3 обвинения он снял, он сказал, что никогда не давал мне никаких денег, что никогда я у него не просил никаких денег, и признался в том, что он меня оболгал. Это было, вот, знаете как, я узнал у следователя интересное слово, то есть я так понял, вот оговор, если удался, это у них железные показания, не удался, это преувеличение. Это профессиональный сленг. Он скажет, преувеличил он. Преувеличил он, чтобы вы понимали, на 3 миллиона, на 100 миллионов и на 15 миллионов. То есть сидеть мне не пересидеть бы было, если бы я просто не вспомнил обстоятельства, которые заставили отказаться от этих показаний. В этой же очной ставке он указал, что господин Бухман является его полностью зависимым от него финансовым лицом, а также и потому, что господин Бухман имеет, не погашенную судимость, наверное, да, когда человека не сажают, условный срок. А господин Самойлов имеет, как он тогда сказал, очень мощные связи в центральном аппарате ФСБ. И таким образом господин Бухман опасается господина Самойлова. Это все есть в очной ставке. Таким образом, следствие могло, вот мне даже жалко господина Сергея, он за голову взялся, но это потом в открытом процессе все равно все будет, никуда не денется. И следствие могло оценить очень простую вещь, что 3 раза оговоренного человека могут оговорить и 4-й раз. И то, что я говорю, подтверждается просто, я еще раз называю, том 8, страница 148, ПТП от 08.09.2014. Соответственно, ни о какой взятке там речи идти не может, ее просто нет. Там идут расчеты. Далее, если мы говорим, что нет взятки, то у нас отпадает и 174-я легализация. Далее, остается обвинение в легализации денежных средств от деятельности ПФЗ в размере 9 миллионов рублей, которые якобы по моей инструкции провел господин Лебензон. Господин Лебензон, и он и сейчас, наверное, будет жаловаться на это, он, по-моему, вообще ни с кем не разговаривает, он требует, чтобы его выпустили, потому что следствие допрашивает его путем прямого вмешательства в его мозг.
И вот теперь я верю, потому что раз он не давал показания, а это в деле появилось, то, похоже, я прошу вас, Лев Савельевич, больше в голове. Пожалуйста, без адвоката ни с кем не общайтесь. Потому что этого не было. И более того, у вас в материалах есть представлена такая толстая папка всех транзакций по этим фирмам и так далее. У меня, я уже сказал, много свободного времени. Я поэтому сделал некоторую работу, она может быть вам полезна. Дело в том, что в указанный период из денег птицефабрики на счету этой фирмы был 1 миллион рублей. Значит, 9 никак нельзя легализовать. Это из материала самого следствия, оно само все представит. Исходя из этого, нету факта легализации. То есть, если мы искали 1 миллион, мы могли бы сейчас с вами говорить, причастен я или нет. А его нет. Вот просто нет. Соответственно, и здесь нету никакой причастности. Ваша честь, я бы хотел обратить внимание на следующее. В показаниях первых моих, которые есть в материалах дела, указано, что я заключил со своей супругой алиментное соглашение, бывшей супругой, в интересах своих детей, нотариально. Вы, наверное, как судья знаете, что теперь эти деньги, я не могу их забрать. И это не ее деньги. Эти деньги может проверять прокуратура, соответствующее подразделение. Эти деньги, то есть как они используются. Это говорит о том, что все-таки я человек ответственный. Да, семейные отношения по-разному складываются. Но далее я удивился очень. Но в ПТП, который приложен к материалам дела, который почему-то сделана экспертиза, там целый раздел о том, как я воспитываю свою дочь. То есть я благодарен следствию, потому что я еще и принимал активное участие настолько в воспитании детей, что это попало в материалы уголовного дела. Я учил ее заниматься благотворительностью. Ей 9 лет. Все-таки я такой достаточно социально ориентированный человек. Все мое принадлежащее имущество находится на территории Российской Федерации. Если следствие до сих пор не поняло, то Желонкина Ирина Николаевна, она самостоятельное лицо, дееспособное. Она представила следствию справку о своих доходах из Мариинского театра. И поверьте, там, я не хочу ее озвучивать, она достаточно существенна, потому что Ирина была успешной солисткой балета Мариинки. Соответственно, все имущество, которое она покупала, куплено до нашего брака, нами были взяты ею очень большие кредиты под залог этого имущества в российских банках и у российских лиц под проценты, соответственно, ставки ЦБ плюс интерес. Ну, невозможно, вот что еще надо сделать, чтобы не то, что состава нет, мы обсуждаем какое-то ее личное гражданское дело, которое теперь пытаются каким-то образом привязать ко мне. Значит, все мое имущество находится в Российской Федерации. В деле нет ни одного справки, ни одного счета за рубежом. Более того, здесь сидят все люди, которые по версии следствия управляли финансами, там, в том числе и господина Зарубина. Ни один из них не смог привести пример, когда бы он купил там что-то за рубежом в моих интересах, или открыл счет для... Вообще ничего. Дальше. Соответственно, какая собственность там, я могу скрыться за рубежом, с какой-то собственностью я себе представить не могу. Что касается там моих каких-то возможных угроз, ваша честь, я провел 5 очных ставок. Я не позволил себе, а я уже привел вам пример одной из них, я не позволил себе ни одного грубого слова в отношении ни одного из лиц, с кем у меня были очные ставки. Нету ни одного человека, который бы за эти 1,5 года пожаловался, что я каким-то образом пытаюсь, должна быть жалоба, да, вот там доверенные лица Чернова там что-то делают или не делают. Ничего этого нет. Вам не представили ни одного документа. Есть неизменная справка, о которой говорили, Муртазин залетный, только вот залетный Муртазин. Такая организованная группа пока. Не рискну дальше оценки давать, но пока вот явно организованная группа. Негативных характеристик в отношении меня нет, ваша честь. Посмотрите, пожалуйста, в деле. С первых дней следствия я даю показания. Вот с первого дня ареста еще у меня был назначенный государством адвокат. Ночью на Техническом переулке, без объяснений, без предъявления. Я ответил на все вопросы. Закончился допрос, просто что я уже падал с ног, он в 4 часа, по-моему, закончился. Посмотрите, пожалуйста, это все есть в деле. И все, что меня спросили... Можно потише немножко, я не слышу меня. Все это есть в деле и в моих показаниях. И я не менял их. Более того, у меня нету... Я не ясно что-то сказал, что ли? Я не пойму. У меня... Мне сколько повторить надо? Или молотком стукнуть, сломать? Вы сейчас разговариваете, а меня за это сейчас продлят. Вот увидите. Ну это в первую очередь
вот отношение к вам, это ваше отношение. Я понимаю, обратно мы когда поедем, когда... Звук включить, чтобы все погромче было. Ваша честь, когда вот вы меня продлите сейчас, и мы поедем, я им все выскажу в автозаке. У всех, я понимаю, свои дела, и меньше всего их интересует судебное заседание. Ну, ваша честь, поверьте, насколько я это наблюдаю. Меня это интересует, я пытаюсь вас в чем-то убедить. Я не менял позицию. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Это в деле есть. Если это не так, то там тот же господин Сергеев, ну что, он офицер, пусть он встанет и скажет, что это не так. У меня нет по объективной стороне вопроса, нет расхождения ни с одним из тех лиц, кто даже признал вину и заключил досудебное соглашение. Ни одной. По объективной стороне все мои показания для следствия имеют такую же ценность, как показания этих лиц, потому что сами события я не оспариваю. И цифры, и даты, и все, что я знаю, я все следствию изложил. Действительно, вот у нас 450 томов. Как происходит ознакомление? Приходит следователь, он стоит вместе со всеми в очереди. Но обычно получается так, что я в лучшем случае до обеда попадаю в эту комнату. У меня нет возможности, как вы понимаете, снимать какие-то копии или делать. Я сижу, вот у меня большая тетрадка, я все переписываю по одной простой причине. Мы с ним обсуждали, говорит, Алексей Леонидович, может быть, вы будете метки тома делать, а ваша защита будет снимать и передавать. Нельзя в Лефортово передать документы. Нет, вот только по почте. Дальше. Я свои записи, свою позицию, я пытался, мне скрывать нечего. Я отдал администрации Лефортово с просьбой передать адвокату, что по почте она теряться может. Мне они все посмотрели, они скопировали, вернули, сказали, все по почте. Я отправил по почте, это 5 вот таких конвертов, 50 страниц. Если они пропадут, у меня же копий нет, копирку мне не разрешают иметь, я просил, то есть я пишу в одном экземпляре. Теперь, как происходит все это? Вот я существую в такой камере размером, в ней 2 кровати. Ну, дальше не буду описывать, там у меня не задача вас разжаловать, но есть одно обстоятельство. Там очень небольшой стол. И он маленький, один для обеда. У меня сосед мусульманин. Я обязан считаться с его потребностями, теми, которые он не может, ну, религия это выше быта. Соответственно, если я буду за этим столом что-то писать, он не сможет за ним есть. Пишу я, раскладываю бумаги, все на кровати. И сидя на кровати, уперевшись там в картоночку, такую, этими локтями пишу. Я понимаю, там, я просто следователю говорил, господин Сергеев, они поэтому принесли эту бумагу, они думали, что я сейчас буду на здоровье жаловаться. Да не буду я жаловаться. Ни на какое здоровье, не волнуйтесь. Но физически это сложно, у меня просто реально с суставами проблемы начинаются, с локтевыми. Я обращался с этим, мне, ну что могут, там помогут. Рассказывают, что там такая медицина хорошая, нам не надо, иначе все туда ходили лечиться. Что-то желающих я не наблюдаю. Поэтому, далее, ни я, ни следователь не можем воду принести. Это запрещено правилами внутреннего распорядка. Мы оба сидим, он на самом деле, бедняга, сидит в такой же ситуации, как я. То есть мы без воды, без еды, потому что я сразу говорю, что я хочу использовать все время, и я не прерываюсь на обеденный перерыв. Но там, где не требуется записи, я быстро знакомлюсь. Ну, я читаю, запоминаю, но ПТП мне физически необходимо переписывать, потому что это моя защита. Если следствие игнорирует очевидные вещи, угрозы Бухману с 10 раз пожалуйста и фразы, что сначала проверь, и не нужно незаконные активы нам передавать, это, знаете, все-таки дорогого стоит. Так вот, я писал 2 дня, и мне потом следователь сказал: Алексей Ильич, я все понимаю, но, к сожалению, есть норма. Том в день. И если вы не будете в нее укладываться, рано или поздно мы вас вынуждены будем ограничить. Ну и что получается? Как я должен готовиться к собственной защите? Я написал ходатайство следователю Тутевичу. Я все это изложил. Причем, заметьте, Ваша честь, очень важный момент. Я не оспариваю действий других. У каждого своя здесь жизнь, да, там, но своим адвокатам я сказал, что пока идет стадия предварительного следствия, мы никаких комментариев не даем, никуда не жалуемся, не оспариваем никаких действий. То есть я максимально старался пройти эту стадию, я не воспринимал следствие как врагов. Ребят, вот у вас такая информация, давайте проверять. В этой ситуации сейчас я написал Тутевичу ходатайство. Я сказал, все, 217-е, я документы съедать буду на ваших глазах. И обратился с простым ходатайством. То есть разрешить мне пребывание в квартире моей бабушки, разрешить мне пользоваться оргтехникой, не подключенной к интернету, разрешить мне использовать стационарный телефон, находящийся в этой квартире, для связи с адвокатами. И попросил разрешить мне свидание с детьми и с матерью, какие-то там, с какой-то периодичностью. Все.
Значит, рассказы о том, что я куда-то могу сбежать, это на самом деле самое поразительное. Не должно волновать следствие, прокуратуру, Муртазина. Этим занимается конкретная служба, УФСИН. Ну вот если бы здесь стоял представитель УФСИН и сказал, слушайте, нет, мы на него посмотрели, он такой живчик, боюсь, сбежит. Там, ну, тогда можно было говорить. А это вообще их не касается. Есть конкретно УФСИН, который обеспечивает. Вот вы приняли решение, а УФСИН его обеспечивает. Скажите, вот много у нас людей скрылось с браслетами на ногах. Я искал, там, да, сам Бастрыкин сказал, что вот таких, по-моему, 5%. Из-под подписки они выйдут, скрываются. А с этим, и там в аэропорту он приводил примеры, взяли. Сам же Бастрыкин говорит, не является предварительное заключение мерой наказания. Говорит, мы вот следственные вопросы в российской газете интервью решаем, а дальше там пусть уже суд и решение суда. Тогда вопрос, что я сейчас уже могу испортить? Вот я сидел 1,5 года, ничего не делал, помогал, давал показания. Им не нравится, что я не говорю, что я не виноват. Ну подождите, давайте это не их дело, даже не мое. Это, извините, в будущем ваше, возможно, даже дело. Да, там послушать все это и сказать, все, парень, поехал. Или сказать, да нет, ну вот как с Дадиным получилось, да, всякое бывает. Поэтому у меня, еще раз, это в интересах следствия сегодня, так же, как в моих. Я хочу быстро ознакомиться с делом. Если мне разрешат пользоваться оргтехникой, я смогу откопировать всю информацию, структурировать ее в компьютер и быть готовым к суду отстаивать свою позицию. Мне нечего скрывать. Я не поменял ни одного из показаний. Я еще раз, в объективной стороне даже в очной ставке нет ни с кем расхождений. Как это неудивительно. Были с господином Самойловым, ну не брал я денег, он это признал. Все. Ну это есть в деле, он доволен, я доволен. Видите, я в общем даже не особо злюсь в его адрес. Вот, поэтому, Ваша честь, у меня ходатайство все-таки изменить мне меру пресечения в домашний арест и еще с теми позициями, которые я озвучил. Это разрешить использовать оргтехнику, не подключенную к интернету для копирования, обработки материалов для подготовки к защите и регулярные свидания с матерью и малолетними детьми. А? Да, Карнакевич, я окно открою и буду маршировать в комнате, ничего страшного, сейчас я там в шикарных условиях. Кроме того, у меня просьба будет, если вы это решение примете, еще разрешить мне в рамках домашних условий сдать анализы, вызвать медсестру. Дело в том, что несмотря на уверение, что в СИЗО все очень хорошо, у СИЗО не заключен договор с лабораторией на анализы. С декабря месяца я не могу сдать определенные анализы крови необходимые. Это вот факт. Я не стал писать заявление, мы устно договорились, что как только, ну просто чтобы у них каких-то не было проблем, что как только они сейчас заключат в марте, они меня предупредят и помогут мне сдать анализ. Это я указал в ходатайстве, раз уж теперь мы обсуждаем вопросы моего здоровья благодаря следствию, то, собственно, они из-за этого всполошились. Я не собираюсь использовать это и в СМИ никому рассказывать. Если бы они поступили мудрее, мы не стали бы это обсуждать, я бы был очень рад, что моя бывшая супруга это не слышит и не будет рассказывать моей матери. Я вообще к следствию несколько раз обращался с просьбой вопросы моего здоровья не вносить в материалы дела по возможности. Вот. И кроме того, в порядке статьи 29 я бы попросил вас, если это возможно, я просто не сталкиваюсь с этим, но, как понимаю, такая возможность есть, принять какую-то меру судебного реагирования именно вот в ситуации с показанием Бухмана. У следствия есть материалы, ПТП, они не сделали экспертизу, они не сделали лингвистическую, они ничего не сделали, но теперь они указывают, что это на основе этого целый эпизод создать. Вот у меня просьба, я бы хотел, чтобы действия господина Бухмана получили оценку в порядке 307 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что если он дал лжесвидетельство, то, я обращусь к ним, я просто спросил, потому что у меня нет опыта, но в отличие от господина Самойлова, который оговаривал меня, находясь в статусе обвиняемого и не должен был нести ответственность, господин Бухман был предупрежден о даче, от ответственности о даче заведомо ложных показаний. Я понял, если вы считаете, вы можете с заявлением, соответственно, обратиться. Хорошо, Ваша честь. Вам никто не мешает, вы либо защитник. Вот, все, Ваша честь, спасибо вам большое за терпение и за внимание. С момента принятия нового УБК Российской Федерации, все помнят в каком году, да, тщательно отстранен от определенной функции, связанной с обвинением, инициированием возбуждения уголовного дела и так далее. Это право и
так сказать, компетенции совершенно других органов. Я понял, Ваше Честь, ну, по крайней мере, поскольку вы принимаете решение, руководствуясь внутренним убеждением, то я попытался в какой-то степени пробиться через вашу профессиональную защиту и, может быть, поменять ваши личные убеждения в отношении самого себя. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.